Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами Дудкина Мария Вячеславовна, методист по инклюзивному образованию, учитель-логопед средней школы номер 19 города Читы. Путешествие в инклюзивную школу может быть длительным и сложным, но в конечном итоге это укрепит школьное сообщество и поможет детям. Инклюзия означает не просто размещение детей-инвалидов в общеобразовательных классах. Этот процесс должен включать фундаментальные изменения в том, как школьное сообщество поддерживает и учитывает индивидуальные потребности каждого ребенка. Со дня образования наша школа ориентирована на работу с обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития всех детей. Опыт работы с особыми образовательными потребностями у нашей школы начинается с 2008 года. За последующие годы количество учащихся с УВЗ и инвалидностью увеличивалось, и школа перешла от стихийной инклюзии к инклюзии, которая базируется на модели разноуровневого обучения. Основная наша цель – это создание системы работы для обеспечения равного доступа к получению образования и необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми, независимо от их индивидуальных особенностей, психических и физических возможностей. Для этого в школе были проведены организационно-содержательные мероприятия и созданы системообразующие условия. Созданы необходимые условия для получения образования обучающихся с УВЗ и инвалидностью. Создана служба психолого-педагогического сопровождения обучающихся с УВЗ и инвалидностью. Улучшено материально-техническое и программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Налажено межсетевое взаимодействие, обеспечивающих дополнительное комплексное сопровождение детей с УВЗ вне нашей школы. Проведена частичная реконструкция здания, сделаны пандусы и поручни. На этом слайде вы видите, как менялось количество детей с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом. Также был решен вопрос с кадровым обеспечением. Только в нашей школе есть такая единица, как методист по инклюзивному образованию. В течение года реализуются программы психолого-педагогического сопровождения, направленные на коррекцию и развитие личности ребенка, познавательной, аффективно-регулятивной, мотивационной, социальной, ценностной и коммуникативной. Этим занимается педагог-психолог. Учитель-дефектолог развивает познавательную сферу. Тьютор работает над социально-коммуникативной сферой. Учитель-логопед развивает и корректирует устную и письменную речь обучающихся. Разработаны и утверждены локальные акты, которые регламентируют процесс инклюзивного образования. Конечно же, в первую очередь это положение об инклюзивном образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, положение о системе оценки знаний обучающихся, положение об адаптированной общеобразовательной программе, о структурном подразделении школы, службы психолого-педагогического сопровождения и так далее. С учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в школе предусмотрены следующие формы, способы и средства обучения. Полная инклюзия. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно или в сопровождении тьютора посещают классно-урочные занятия в очной форме совместно со сверстниками, не имеющими особенностей развития, обучаются по адаптированной или общеобразовательной программе в соответствии с учебным планом класса, в том числе планом внеурочной деятельности. Коррекционная помощь данной категории оказывается посредством организации индивидуальных и групповых занятий с учителями-предметниками, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором на основании заключения ПМПК,
о создании специальных условий, программы коррекционной работы, а также образовательных потребностей учащихся и их родителей или законных представителей. Частичная инклюзия. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированной или общеобразовательной программе, по индивидуальным учебным планам, совмещая совместное обучение по ряду учебным предметам, по отдельным видам организованной образовательной деятельности, с индивидуальными групповыми занятиями по другим предметам образовательных областей учебного индивидуального плана. Нам в этом помогает нелинейное расписание. Эти обучающиеся участвуют в занятиях и мероприятиях дополнительного образования, в неурочной деятельности, культурно-досуговых мероприятиях совместно с детьми, не имеющими отклонений в развитии, если это не препятствует совместному образовательному и воспитательному процессу и не противоречит рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума в школе. В школе создана система традиционных, социально значимых, культурно-досуговых и познавательных мероприятий. Праздники, концерты, конкурсы, олимпиады, ученические конференции, спартакиады, социальные акции. Все дети в течение года принимают участие в новогоднем карнавале, интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, школьной научно-практической конференции, концертах, посвященных Дню Учителя, Дню Матери, Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, празднику «Последний звонок», мероприятиях, посвященных Дню Победы, также в социальных акциях «Покормите птиц», «Чистый двор», «Подарок солдату», «Подарок далекому другу». Вариативность практики инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья варьируется на основании заявлений родителей обучающихся, исходя из индивидуальных особенностей ребенка и рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. В школе реализуются следующие образовательные программы. Это общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. Также адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с задержкой психического развития, умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями, тяжелыми нарушениями речи, расстройством аутистического спектра и нарушением опорно-двигательного аппарата. Учебно-методические комплекты, по которым обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию в школах. Обеспеченность учебниками учащихся составляет 100%. Для эффективной организации обучения детей с различными нозологиями в условиях инклюзивных классов с целью обеспечения каждому ребенку получения образования нами была введена система нелинейного расписания. Допустим, в 7 классе математика, а в это время ребенок с задержкой психического развития и нарушением опорно-двигательного аппарата и ребенок с умственной отсталостью в сопровождении своих тьюторов идут на свои индивидуальные уроки. Следующий урок – история или география, и эти дети идут вместе со своими одноклассниками. Для ребенка с умственной отсталостью у тьютора уже есть подготовленное задание по своему учебнику. Также выделен кабинет для индивидуальных занятий, оборудованный специально сконструированными партами. В нашей школе собрана команда учителей, которые работают только индивидуально. Они не отвлекаются к подготовке к урокам в общеобразовательных классах, что значительно повышает качество занятий с детьми с ОВЗ. В этом же кабинете выделена зона для отдыха. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья работают почти все педагоги, а это составляет 92% от всех педагогов школы. Наша школа является региональной инновационной площадкой. На базе нашей школы проводятся стажировки, конференции, семинары. Педагоги повышают уровень педагогического мастерства, проходят курсы повышения квалификации,
очно, заочно, дистанционно, проводит стажировки, читает лекции в Институте повышения квалификации, при Институте развития образования Забайкальского края. Все педагоги нашей школы прошли курсы повышения квалификации в направлении инклюзивного образования, обучения и воспитания детей с УВЗ. В школе работают призеры и победители краевых профессиональных конкурсов. Это Забайкальский образовательный форум, учитель-дефектолог года Забайкальского края, учитель года. Педагоги-специалисты нашей школы описывают свой опыт и делятся им на страницах научно-методических изданий и различных интернет-платформах. Наша школа совместно с Институтом развития образования Забайкальского края издала сборник методических рекомендаций по организации обучения детей с УВЗ и инвалидностью. Все дети с ограниченными возможностями здоровья ежегодно проходят психолого-педагогический консилиум в начале учебного года и в конце года. При необходимости корректируется индивидуальная образовательная траектория обучающегося, проводится промежуточное заседание. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в очной и дистанционной формах. Очные и индивидуальные групповые занятия проводятся с обучающимися, посещающими образовательную организацию. Дистанционные с обучающимися, которые получают образование на дому. Для организации сопровождения созданы условия. Современным оборудованием оснащены кабинеты психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и комната психологической разгрузки, сенсорная комната. С 2016 года в школе функционирует ресурсный класс. Это специальная коррекционно-образовательная модель, которая предполагает обучение детей с расстройством аутистического спектра или другими ментальными нарушениями. Поместить неподготовленного ребенка с или умственной отсталостью в неподготовленную среду сверстников и их родителей – это лучший способ дискредитировать саму идею инклюзии. Цель нашего ресурсного класса – создание специальных условий средовых, кадровых, организационных для адаптации, обучения и коррекции нарушений развития обучающихся на основе адаптированных образовательных программ. Основная задача – подготовка обучающихся с расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью к включению в общеобразовательные классы и обучению совместно с типично развивающимися сверстниками в условиях инклюзии. Итак, что же необходимо для создания настоящей, а не имитационной инклюзии? И что инклюзия может дать школе? Необходимыми условиями успешной организации инклюзивной образовательной среды являются административная поддержка, понимание и принятие администрацией необходимости и смысла инклюзивного обучения, экспертиза принимаемых административных решений службы психолого-педагогического сопровождения на соответствие принципам инклюзии, финансовое обеспечение, кадровое обеспечение, наличие в школе службы психолого-педагогического сопровождения, наличие у всех педагогов базовых знаний и смежных областей психологии, дефектологии, а также специфики развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Командная работа всех специалистов школы, общая система педагогических и этических ценностей, постоянная поддержка и взаимозаменяемость, коллегиальное решение стратегических и проблемных вопросов. Выстроенная система психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного процесса, детей, родителей и всех сотрудников школы, формирование взаимного доверия. Преемственность между всеми ступенями образования, общие принципы работы, передача информации о каждом ребенке, о каждой семье, совместные консилиумы при переходе ребенка со ступени на ступень и во время адаптации на новой ступени. Работа с родителями всех учащихся, не только детей с УВЗ. Родительские клубы, индивидуальные консультации, консилиумы, обучение родителей, реализация совместных проектов.
вариативность методов работы и образовательной системы, различные формы проведения уроков, использование широкого диапазона методов и дополнительных учебных материалов, в том числе поведенческого подхода и логопедических, дефектологических, нейропсихологических методик, учебникам по программам различного вида, зонирование образовательного пространства школы и кабинетов, наличие ресурсных зон. Непрерывное профессиональное развитие педагогов, систематические внутренние семинары, взаимообучение, участие педагогов в широком профессиональном сообществе, анализ и обобщение собственного опыта, представление его на психолого-педагогических конференциях, семинарах и круглых столах. На основе своего опыта мы можем сделать свои первые выводы. Внедрять инклюзивное образование следует постепенно и эволюционно. Это принесет больше пользы и не опорочит саму идею. Не стоит пытаться достичь быстрых результатов за счет условной инклюзии. Необходимо проводить мониторинг качества процесса внедрения инклюзии в соответствии с разработанными стандартами. Не закрывать специальные школы и не пренебрегать ресурсами специальной педагогики, которые могут быть приобщены к внедрению инклюзии в школах. Стараться не создавать специальных классов в инклюзивных школах, поскольку это исключает детей с общего процесса обучения и общения. Развивать инфраструктуру с нуля, то есть сразу при строительстве учебных заведений учитывать все потребности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью. Особое внимание уделить учителям, менять их отношение к инклюзии, поскольку в этом заключается залог успеха. Опыт нашей школы показывает, что учителя и администрация образовательных учреждений способны преодолеть все внутренние барьеры, если будет обеспечена научно обоснованная и скоординированная психологическая и методическая подготовка педагогов к внедрению инклюзии. Будущее у инклюзии есть.